У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Грамадскі транспарт вобласці ўяўляе сабой зладжаную сістэму, якая працуе штодзень амаль кругласутачна. Тысячы маршрутаў, якія звязваюць сотні населеных пунктаў, аўтобусны і электрычны транспарт, што курсіруе па гарадах. Як функцыянуе гэтая сістэма, у якіх напрамках развіваецца, якія новаўвядзенні ўкараняюцца ці толькі плануюцца. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Амаль кожны з нас карыстаецца паслугамі грамадскага транспарту практычна штодзень. Ад яго работы залежыць, ці своечасова мы трапім у патрэбнае нам месца, ці будзе наша паездка зручнай, камфортнай і бяспечнай. Перавозкай пасажыраў у вобласці займаюцца дзясяткі транспартных арганізацый, як дзяржаўных, так і прыватных. Іх дзейнасць координуе и регулирует одиная структура. В области создано государственное предприятие оператора автомобильных перевозок, который регулирует все автомобильные перевозки пассажиров как частной формы собственности, так и государственной формы собственности, которым является ООО «Облавтотранс». Если посмотреть по процентному распределению, то более 75% перевозок осуществляет ООО «Витебский Облавтотранс» со своими филиалами, где-то порядка 25% это частные перевозчики. Заключено где-то порядка 750 договоров. Ну вот будем считать, что 750 это юридических лиц, которые осуществляют перевозки по всей Витебской области. Ежедневно, если мы посмотрим, например, в городе Витебске, ежедневно осуществляется порядка 1560 рейсов троллейбусами и трамваями и 1460 рейсов автобусами. И маршрутные такси, в принципе, где-то около этого же приблизительно числа. Контролирует их, в принципе, государственное предприятие «Оператор перевозок». Он проводит открытые конкурсы, где выдвигаются определенные требования для осуществления перевозок, в том числе возраст машины, наличие уже работ на маршрутах, отсутствие нарушений, как в транспортной инспекции, так и в ГАИ и так далее. Достаточно сложный конкурс, он открытый, проводится по мере необходимости. В принципе, вот сейчас готовится такой конкурс на межгородские перевозки внутри области, то есть, например, там Витебск, Новополоцк, Витебск-Орша. Где-то, я думаю, к концу года, даже может быть где-то в конце октября мы его будем проводить. Самае галоўнае ў рабоце пасажырскага транспарту – бяспека перавозак. За гэтым сочаць адразу некалькі службаў. У першую чаргу Дзяржаўтаінспекцыя, якая рэгулярна праводзіць маніторынгі грамадскага транспарту. Апошні праходзіў напрыканцы верасня, пачатку кастрычніка. Правяралі рэйсавыя аўтобусы, маршруткі і таксі. Перавозка пасажыраў звыш нормы, перавышэнне хуткасці, размова па тэлефоне за рулём, продаж білетаў падчас руху. Найбольш распаўсюджаныя парушэнні вадзіцеляў маршрутных таксі. За перевозку пассажиров сверх количества предусмотрена ответственность согласно статье 18.14 часть 5. Это если первично совершено в течение года. Значит, предупреждение либо штраф до 4 базовых величин. Если же перевозка пассажиров осуществляется с нарушением повторно в течение года, то за это предусмотрена административная ответственность в размере от 2 базовых величин до 8. Как правило, водители поясняют, что останавливаясь на остановочном пункте, при наличии у них 2-3 свободных мест, в салон автомобиля заходят порядка 8 пассажиров. А дальше он просто не может их выгнать либо высадить. И движется до, скажем так, ближайшего конечного пункта, которые нужны данному пассажиру. За 4 дні моніторингу толькі ў Вітебску інспектары выявілі паўсотні парушэнняў з боку вадзіцеляў маршрутак. Апошнім часам на вуліцах гарадоў з'явілася шмат аўтамабіляў таксі. Такая паслуга сёння бурна развіваецца, але ў гэтым сектары пасажыраперавозак сёння ёсць заканадаўчыя прабелы, якія ў бліжэйшы час плануецца ліквідаваць. Такси осуществляет в 2 направлениях свою деятельность. Во-первых, это как автомобили такси, то есть предоставление услуг по перевозке, так и некоторые фирмы предлагают это фрахт машины с водителем. Это некоторые, скажем так, разные условия и не совсем добросовестная конкуренция получается, но государство уже, в принципе, заинтересовалось, скажем так, этой ситуацией, и я думаю, что в ближайшие 2, 3, 4 месяца ситуация эта будет, в принципе, поставлена в более законные рамки. То есть, чтобы более жестко определять требования именно к перевозчикам,
Я не думаю, что произойдет резкий скачок тарифов, но пассажир будет чувствовать себя комфортнее. Сейчас как бы такси достаточно дешевый вид транспорта, конкурирует с общественными перевозками, но если посмотреть, например, Витебский облавтотранс, он выполняет очень как бы серьезную социальную функцию. То есть у нас практически 26 категорий льготников, которые имеют право частично оплаты проезда или вообще льготного проезда. Но автомобили такси его выполнять не будут. У нашай краіне прыняты даволі строгія сацыяльныя стандарты транспартнага забеспячэння. Гэта важна ў першую чаргу для жыхароў невялікіх населеных пунктаў, якія аддалены ад райцэнтраў і буйных гарадоў. У нас существует достаточно строгая система социальных стандартов. И если мы посмотрим, то, например, в центральной усадьбе в Агрогородке облавтотранс должен совершить 16 оборотных рейсов в неделю. Населенный пункт от 20 до 50 жителей – это 4 оборотных рейса в неделю. Но, в принципе, социальные стандарты мы выполняем во всех регионах и даже перевыполняем. В некоторых регионах даже до 10 раз социальные стандарты перевыполняются. Но мы должны людей вывести, условно говоря, в поликлинику, может быть, какой-то районный центр для осуществления каких-то там их действий и так далее. Все эти убытки, которые приносят эти перевозки, покрываются из бюджета. Есть строго система расчетов. Витебская область, она такая в этом плане достаточно сложная. Больше населенных пунктов, чем во всей республике Витебской области. Поэтому нагрузка социальная очень большая. Конечно, всегда есть недовольные люди, которым, может быть, не в тот день приехали, не к тому времени приехали. Может быть, автобус сломался в пути, его не вовремя заменили, но жалобы очень массового характера не носят. Я думаю, что, в принципе, в основном мы все потребности населения удовлетворяем. Конечно, есть недовольные, но мы на это очень достаточно серьезно реагируем, совместно работаем с оператором перевозок, с Витебского облавтотранса и в том числе и с частными перевозчиками. Працягласць аўтобуснай маршрутнай сеткі Лёзнінскага района 567 кіламетраў. Мясцовы участак адносіцца да філіяла аўтобуснага парка нумар 1 горада Витебска і абслугоўвае 20 маршрутаў. Население в районе 14,5 тысяч, в Лёзно проживает 6 тысяч населения, 9,5 тысяч проживает в сельской местности. В основном мы охватываем сельскую местность. Городской автобус у нас один ходит, хотя по социальным стандартам можно было его не посылать, потому что там численность населения, согласно социальному стандарту, от 8 до 10, один автобус на 8 тысяч человек. У нас в Лёзно проживает 6 тысяч человек. Окупаемость средняя наших рейсов 50,5%. Есть рейсы, которые окупаются на 97%, на 86%, но средняя получается 50,5%. Рейсы Витебск в летний период окупаемые. Утром на 6 часов первый рейс, он тоже окупаемый, потому что много из Лёзна едет в Витебск на работу людей, много дачников уехало. Ну вот зимой посмотрим, как они будут окупаться. Социальные стандарты мы перевыполняем несколько раз. Это связано с тем, что население просит, чтобы автобус ходил, потому что не все могут добраться с удаленных населенных пунктов и с малых деревень, поэтому руководство автобусного парка идет им навстречу, и руководство района. Субсидии и дотации выплачиваются вовремя. Водители – это самое ценное, что есть. Не будет водителей возить, некому будет, но не будет и народа на селе, и водители не нужны будут. Здесь все взаимосвязано. На данный момент, да, полностью мы укомплектованы. Заработная плата средняя по участку Лёзна 674 рубля. У кого-то 1000, у кого-то 500. Все зависит от того, кто как выполняет план. Сергей Лаберка больш за 15 год выязджае на маршруты Лёзнінскага района. Кажа, што работа вадзіцеля яму даспадобы. На ПАЗах работал, на МАЗе 256, на Радимиче. Ну вот сейчас третий год получил новую машину, 241 МАЗа. И вот эти более машины, мне кажется, они потеплее такие, более комфортнее работать на такой машине. Ну, сегодня с автостанции выезжал ровно в 6:00, заканчиваю в 17:08. В основном одни и те же здесь по району практически ездят люди на работу. Вот сегодня направление работают туда в сторону Добромыслей. Там
Первым рейсом туда мало едет людей, а оттуда уже немножко больше. На работу люди едут. Ну, бывает всякое. Это человеческий фактор. Всякое бывает. Ну, стараемся все сгладить, чтобы все было нормально. Подделали дороги. Были, конечно, похуже. Ну, сейчас более-менее такие дороги нормальные делают. Вот сейчас на Пушки ездил. Там асфальт новый положили буквально недавно. Сравнительно работать можно. Працягласць маршрута аўтобуса «Лёзна-выхадцы» амаль 40 кіламетраў. Незалежна ад колькасці пасажыраў, рэйс выконваецца строга па графіку. Большасць едуць да найбуйнейшага ў раёне аграгарадка Дабрамыслі. Гэта менш за палову маршрута. Праз населены пункт штодзень праходзяць некалькі рэйсаў аўтобуса, і ў мясцовых жыхароў нараканняў на работу транспарту няма. Сейчас и остановку сделали около больницы. Ну, едет туда прямо. Ну, пока довольны. А как дальше будет, поживем, мы увидим. Аўтапарк участка Лёзна – гэта 13 аўтобусаў. Штодзень у рэйс выязджаюць 8-9 машын. Если бы все автобусы были новые, было бы меньше затрат на их ремонт. Чем старее техника, тем, соответственно, больше идет затрат на ремонт техники. Автобус у нас изношенный где-то процентов на 70. Но есть и новые автомобили, которым год-два. Те, которые изношены, их ремонтируют, капитальные ремонты делают. Автобусы работают. Ну, всякое бывает, ломаются, ремонтируем. У нас есть мастерская, но если сложный какой-то ремонт, то мы его отгоняем в главное предприятие Витебске, там производят ремонт. Мелкие все ремонты мы делаем здесь сами. У наступных выпусках нашай перадачы роўна праз тыдзень мы працягнем гэтую тэму. Гаворка пойдзе пра гарадскі грамадскі транспарт. Паспрабуем разабрацца, у якіх накірунках яго плануецца развіваць, наведаемся ў тралейбусны парк, пагаворым аб бліжэйшых і аддаленых перспектывах электратранспарту. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by у нашым традыцыйным апытанні вы можете ацаніць работу грамадскага транспарту в обласці ў цэлым. Там жа можна знайсці ўсе выпускі нашай праграмы, а таксама тэмы выпускаў, якія рыхтуюцца да эфіру. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.